стенах Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации проходит стратегическая сессия передовые инженерные школы от запуска до перезагрузки. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И известный российский ученый в области вычислительной механики и цифрового инженеринга Алексей Иванович Боровков. Почетный работник сферы образования Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в нашей студии в программе «Отражение» на телеканале «Войнах». И у меня вот такой первый вопрос к вам будет. Как вам Грозный? Замечательно, прекрасно. Успели где-либо побывать, пройтись? Немножко погулял, немножко посмотрел. Я был несколько лет назад, еще до пандемии, так что есть изменения, вижу, хорошие, так что все замечательно. Заметили изменения? Да. И как вам город? Вот как? Хороший, чистый город, динамично развивается, современный город. Он и в первый раз тогда меня поразил. Успели пообщаться с людьми? Конечно, да. И как? Люди хорошие, доброжелательные, вот, так что все Нет очень... никаких проблем? Нет никаких. Можно в Грозно приезжать? Конечно. Есть конечно. на что посмотреть? Конечно, я и в тот раз это говорил, когда посетил и рассказывал, да, и фотографии. В гостинице «Космос» на 26-м этаже очень хорошие фотографии оттуда. Вид хороший? Вид хороший. Есть что поснимать? Есть, да. Пофотографировать? Есть, да. Не скучно? Не скучно. И как вам наше собрание, точнее, ваше собрание научное, которое сегодня проходит в Грозном? Оно посвящено передовым инженерным школам. Это такой флагманский проект Минобрнауки. Вот. Раньше это был федеральный проект, а сейчас это в национальном проекте «Молодежь и дети». То есть это подготовка, элитное инженерное образование, подготовка инженерного спецназа по определенным темам, которые характерны для каждого университета свои. Инженерного спецназа? Да, инженерный Хорошо спецназ. сказали. Да. А почему так, инженерного спецназа? Это в 2014 году было совещание у президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Тогда уже был заход на реформу инженерного образования. Выступал наш ректор Андрей Иванович Рудской. Ну и в частности характеризовал, в чем будет нуждаться в ближайшие годы высокотехнологичная промышленность. Это инженеры-разработчики новых технологий, новой продукции, конкурентоспособной продукции. Ну и для того, чтобы красочно это назвать, вот был термин употреблен инженерный спецназ. Мне нравится. Инженерный спецназ. Всем Звучит, нравится, он пошел в народ. Звучит. Алексей Иванович, вы главный конструктор по направлению системный инженеринг. Вы возглавляете передовую инженерную школу «Цифровой инженеринг» Санкт-Петербургского политехнического университета. Я не ошибаюсь? Все правильно. Продолжим. И вы руководите научным центром мирового уровня «Передовые цифровые технологии», руководите центром национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии», центром компьютерного инжиниринга, являетесь профессором Высшей школы передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета. Простите, а где вас больше? Больше, вот первая вот должность. Тут много таких должностей. Смотрите, научных. Главный конструктор, и даже это по ключевому научно-технологическому направлению развития Политехнического университета. То есть каждый университет выбрал, ну, как правило, 3 ключевых направления на ближайшие годы, по которым он должен быть лидером в стране. У нас это, например, системный цифровой инжиниринг. Дальше, конечно же, это передовая инженерная школа, раз это флагманский проект, это, собственно, то структурное подразделение, где работают люди, преподают, инженеры, которые выполняют эти проекты. Ну и профессор, потому что я участвую в том числе в образовательной деятельности, руковожу магистрами, аспирантами и так далее. А структуры, которые названы, это те структуры, которые создавались федеральные в результате побед в разных конкурсах, начиная с 2013 года. То есть вот 12 лет прошло, но структуры действуют, работают. Есть такое понятие постмониторинг, то есть министерство мониторит, а как же они не сдулись, а продолжают ли свою деятельность. Но на вершинке передовая инженерная школа, в которую все эти структуры сейчас входят. Все должности рабочие. Рабочие, но а где вас больше? 1,5 ставки. Единица – это главный конструктор, 0,5 директор, 0,25 директор передовой школы, 0,25 профессор. 1,5 ставки можно занимать. Откуда у вас время на все это? Ну, в сутках 24 часа. Ну и самое главное, надо заниматься любимым делом. А это все
любимое. Да, конечно, да. Мною созданное, выстраданное. Ах, вами созданное? Конечно, конечно. Тут тогда понятно, Да. тут тогда понятно. Хорошо, смотрите, с точки зрения общегосударственного вектора развития, какова долгосрочная цель программы «Передовые инженерные школы»? А если я так спрошу? Все нормально, да. В первую очередь, это, конечно же, трансформация инженерного образования, но не массового инженерного образования, потому что это как раз речь идет об инженерах-разработчиках новых технологий, материалов, продуктов новых, и я подчеркиваю всегда глобально конкурентоспособны. А сейчас, собственно, идет сессия перезагрузки. То есть заходили мы с одной задачей, передовые инженерные школы, прошло с 2022 года 3 года, у нас новые указы президента, новая национальная цель на технологическое лидерство. А это превосходство технологий и или продукции по основным параметрам, функциональным, техническим, стоимостным, над зарубежными аналогами. Собственно, вот сейчас переформулировка всех программ развития передовых инженерных школ именно для решения этой задачи. Это возможно? Это возможно. Там, где школы действующие, сильные, где очень динамично развиваются и индустриальные партнеры, потому что им тоже такая же задача поставлена. Технологическое лидерство России, российских технологий. А у нас все школы действуют? У нас действует 50 школ сейчас. Вот, настолько проект хороший, что когда доложили о результатах реализации проекта, в этот проект поверила промышленность. Она пришла с деньгами значительно больше, чем бюджетные деньги, поддерживая создание и развитие этих школ, что президент выпустил распоряжение о том, что нужно создать 100 таких школ по стране. И до 30 года будет создано еще 50 школ. Тогда скажите мне, какие перспективы в этой области выделил бы известный российский ученый Алексей Иванович Боровков? Ну, если нам нужно разрабатывать передовую технику, технологии, продукцию, то должна быть лидирующая какая-то технология. Так. В настоящий момент это технология цифровых двойников. Есть такая технология, которая растет самыми высокими темпами в мире. То есть рынок ежегодно прирастает где-то со скоростью 60% в год. Ничего подобного не демонстрирует ни одна другая технология. И, соответственно, эта технология смещается на самый ответственный этап, этап разработки изделий, когда, соответственно, закладываются все функциональные и технические характеристики. Вот она, я бы сказал, такая ведущая технология, которая пронизывает деятельность нашей школы с любыми заказчиками, с любыми индустриальными партнерами. А нас поддержало на старте самое большое число корпораций, компаний, 22 корпорации и компании. Ну а какие основные задачи это может решать? Ну вот, например, если мы работаем с Росатомом, Так. это госкорпорация Росатом, и там есть топливный дивизион ТВЭЛ, то мы, соответственно, с ними работаем то, что называется в атомном машиностроении. То есть разрабатываем, совершенствуем, улучшаем все конструкции, которые используются в атомном машиностроении, начиная от прямых задач, то есть реакторы, топливо к ним, и заканчивая диверсификацию бизнеса, это нефтегазовое машиностроение. Это самые такие важные на сегодняшний день задачи, Самые важные задачи. которые мы должны решать. Конечно. Ну, например, ТВЭЛ, и перед ними стоит задача государственной важности, удерживает 25% рынка Соединенных Штатов. И они удерживают это. За счет вот высокотехнологичного оборудования, конечно, их хотят оттуда подвинуть, убрать, но, тем не менее, не могут на протяжении многих Но мы по ходу лет. нашего разговора еще к этому вернемся, а пока вот что хочу у вас спросить. Вдогонку, так сказать, вашего ответа. Вот что собой представляют передовые инженерные школы? И какое место они занимают в современной научно-технической парадигме российского образования? Скажу так. Целеполагание, в первую очередь, какое было? Это, значит, подготовка таких специалистов, вот инженерного спецназа, разработчиков, можно только в рамках выполнения реальных работ, реальных НИОКР, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ. Значит, должен быть обязательно индустриальный партнер, который понимает, куда он движется, какие задачи ему предстоит решать в ближайшие годы, и он должен сформулировать вот портфель таких задач. Вот. Когда он их формулирует, то, соответственно, создается команда для решения этих задач, и тогда в процессе решения этих задач тренируются и преподаватели, и инженеры, и они понимают, как это преподавать, учить других. И они включают уже студентов в решение этих задач. Только Опять же, вдогонку следующий вопрос. Если я спрошу про отличие, вот в чем принципиальное отличие передовой инженерной школы
и от традиционной модели, которая есть на сегодняшний Ну, день. принципиальное отличие — это с самого начала появляется индустриальный партнер. Ага. Например, вот здесь вот у вашего университета нефтяного технического, соответственно, это Роснефть, ключевой партнер. У других это могут быть Росатом, Ростех, Роскосмос и так далее. Собственно, крупные корпорации, которые ставят вот задачи. И под эти задачи нужны инженеры нового поколения. Но научить их, естественно, старая гвардия, уважаемая, может только фундаментальные дисциплины. А чтобы новые технологии, которые быстро, стремительно развиваются, для этого нужно выполнять реальные неокры. А у нас готово мышление к этим изменениям? Ну вот в тех передовых школах, которые созданы, как раз готовы. Они по этому принципу и отобраны. И они будут других готовить? Да, других обязательно готовить. И эти другие, с одной стороны, и пойдут к этим индустриальным партнерам работать, а с другой стороны, часть, конечно, остается в ВУЗе, потому что нужно же дальше преподавать. То есть мы должны быть готовы к решению этих трудностей. Этих трудностей обеспечить преемственность поколений, потому что перед нами, перед всеми стоят задачи, как правило, сложнее, чем перед нашими предшественниками. Времени для решения этих задач у нас меньше, и денег, как правило, тоже меньше. Но, тем не менее, надо решать. Решать их можно только за счет усовершенствования технологий, лучших технологий, передовых технологий. А все это понимают? Ну, большинство передовых инженерных школ, конечно, понимают. Есть противники? Конечно, как всегда, есть. Ну, большая масса, она действительно такое хорошая, массовая такая подготовка инженеров, которые производственники, и эксплуатационщики там, и так далее, и так далее. Они тоже нужны, безусловно. Но кто создает новую технику, новое оборудование высокотехнологичное, да еще с характеристиками выше, чем у зарубежных, не просто импортозамещение сделает такое же, вот они особо ценятся, потому что мы понимаем, что с каждым годом эту технику, оборудование делать все сложнее и сложнее. Растет наукоемкость, все больше наук надо знать, многодисциплинарность, надо много знать наук. Ну и, конечно, цифровые технологии выступают здесь драйвером, они помогают решать многие задачи, которые дальше... Но в любом случае придется переучиваться. Тем, кто хочет войти в новую эру, скажу так. Нет, я бы не сказал переучиваться. Если они пришли в магистратуру, вот это 5-6 курс обучения передовой инженерной школы, то на базе того, чего их учили, как раз их 2 года будут учить вот этим актуальным задачам, как мы говорим, фронтирные инженерные задачи, поставленными, сформулированными тем или иным индустриальным партнером, и у него, вообще говоря, очень хорошее рабочее место уже готово, если он закончит, успешно защитит магистерскую диссертацию, то его с распростертыми объятиями ждет работодатель. Но в любом случае они должны понимать, что это самая такая актуальность на сегодняшний день. Да. К этому они должны быть готовы. Да, в целом, и это воспринимать нормально. В целом для страны, тем более если задача технологическое лидерство, для отрасли, Росатом, Роскосмос, там, Ростех, нефтяно-газовая отрасль, и, конечно, для компаний, корпораций, ну а в итоге и для семьи. Смотрите, а как вы оцениваете динамику технологической модернизации российской экономики и процесс цифровой трансформации в различных отраслях промышленности, если к этому мы переходим? Ну, конечно, она динамика, с одной стороны, высокая, с другой стороны, неравномерная, потому что есть уровни понимания, готовности, зрелости. Кто-то уже забежал вперед, кто-то еще отстает, но все движутся в этом направлении. Когда мы говорим о цифровой трансформации, то это, с одной стороны, цифровая трансформация бизнес-процессов. Например, процесс разработки – это бизнес-процесс. Процесс производства – бизнес-процесс. А также и цифровая трансформация бизнес-модели. А как же мы выходим на рынок, на котором уже есть конкуренты, и нам нужно быстрее выйти, да еще с продукцией, которая… И свою нишу занять. Свою нишу занять, но, скорее всего, с продукцией, которая качественная, конкурентоспособная. Ну и, соответственно, мы ее достаточно быстро можем спроектировать, сделать, не потерять время на испытаниях и выйти на рынок. Смотрите, опять же, вот у нас такой диалог получается, я все время догонку за вами иду. Смотрите, вы являетесь авторитетным экспертом. Это не пафос, это факт. В сфере цифрового инжиниринга и информационных технологий. Вот могли бы вы конкретизировать, какие задачи решаются в рамках применения этих технологий в промышленности и какие ощутимые преимущества в результате достигаются сегодня? Вот конкретику можно какую-нибудь? Можно конкретику. Обычная практика проектирования сложных технических изделий, будь то самолет, будь то газотурбинный двигатель, автомобиль, в конце концов, она состоит в том, что доводка до необходимых требований, которые выставляет фактически клиент, заказчик, который будет покупать это оборудование,
соответственно, до необходимых требований через многочисленные дорогостоящие испытания. Провели испытания, не получилось, вернулись в самое начало, перепроектируем, вносим изменения. Вот эти итерации долго происходят, несколько их, ну и вообще говоря, себестоимость разработки растет. И можно дойти до того, что себестоимость будет такая, что цена уже никто покупать не будет. Вот одна из задач стоит проектировать так, чтобы с первого раза пройти все испытания, сертификационные, например, и выйти на рынок. Это такая задача-вызов, потому что это фактически управление сложностью. Задача-вызов. Задача-вызов, не всякого сомнения. С которой мы должны справиться. С которой мы должны справиться. Опять же вопрос, а справимся? В первую очередь, передовые инженерные школы нацелены именно на это, чтобы подготовить специалистов, которые будут готовы справляться с задачами, которых еще не было, когда они учились. То есть их так готовят, чтобы они справлялись с любыми новыми вызовами, о которых они еще и не знали. Ну, очень интересная и актуальная тема, действительно. И завершая нашу беседу, Алексей Иванович, вопрос о насущном, как говорится. Не представляете ли собой широкое внедрение искусственного интеллекта серьезную угрозу для общества? Ваше мнение? Ну, с одной стороны, конечно, представляет, потому что там могут быть и звонки там каждый день там, и так далее, и так далее. Нужно очень быть бдительным, аккуратным, вне всякого сомнения. Но, с другой стороны, запретами здесь не поможешь, даже соглашениями, там, кодекс этики тоже, потому что если речь о конкуренции или о каком-то превосходстве или бизнесе идет, ну, кто-то будет, конечно, нарушать, и ты можешь оказаться в проигрыше. Поэтому мы вынуждены, ну, в данном случае Российская Федерация, тоже развивать эти технологии. Понятно, что есть области, где это просто, скажем, там маркетплейсы, торговля, там финтех там, и так далее, более-менее понятно. А вот в промышленность, разработка высокотехнологичных изделий, это наиболее сложно, потому что это самый творческий процесс. Вот искусственный интеллект пока проигрывает вот в творческом процессе. И тогда проигрывает. Но тогда мы должны сделать его интеллектуальный помощник. То есть он должен быть нам помощником для решения тех или иных сложных задач. Хорошо, а вот какие навыки и компетенции, вот что нужно человеку, необходимо человеку развивать в будущем, сегодня, чтобы остаться востребованным в эпоху вот таких технологических изменений? Чтобы быть инженерным спецназом? Да. Ну, я бы сказал, в первую очередь, на первое место я бы поставил физику и математику. Потому что все изделия, которые нас окружают, которыми мы пользуемся, они в соответствии с законами физики, и мы тоже. Значит, физика и математика. Даже, я бы сказал, информатика во вторую очередь, потому что этому легко молодежь учится, это достаточно просто, но нужно знать основные законы. Вот. Ну, дальше, естественно, цифровые технологии, очень много вычислений, компьютеры, суперкомпьютеры и так далее, то есть вычислительные науки. И следующее, конечно, это прикладные науки, технические. То ли это будут беспилотники, то ли это будут автомобили, то ли это будет нефтегазовая сфера. То есть прикладной аспект будет очень важен. Ты должен разбираться в особенностях процесса, изделий. Применение будет где угодно. Применение будет где угодно, да. И надо быть к этому готовым. Да. Но база – это физика, математика и современные цифровые технологии. А так как изделия должны быть изготовлены, то и передовые производственные технологии. Например, аддитивные 3D-печать тоже сюда относится. Понятно. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересно, я повторяюсь, и актуальный разговор. И вот такой мой последний вопрос. Скажите, а удалось ли вам ознакомиться с инфраструктурой нашего нефтяного университета? Вот успели побывать где-то, пройтись по университету? Да, конечно, у нас было несколько лабораторий посетить, классы, специально, аудитории. Когда такие сессии делаются, то всегда есть время для того, чтобы хозяева гостеприимные показали вот свою передовую инженерную школу, фокусировка здесь на нефтегазовый сектор. Вот. И мы увидели, да, лаборатории современные, хорошо оснащенные. Конечно, они нацелены на то, что те задачи, которые стоят, в том числе перед республикой, это трудноизвлекаемые запасы нефти. Соответственно, оборудование хорошее, тренажеры хорошие. То есть это день и ночь по сравнению с тем, как учились предшествующие поколения. Поэтому созданы все условия для того, чтобы готовить тех специалистов, которые нужны Роснефти, Грознефти там, и так далее, и так далее. Есть где учиться. Есть где учиться. И хорошо учиться. Да, и хорошо учиться, и работать там в команде. То есть есть возможность проявить себя. То есть созданы все условия для талантливых, мотивированных, амбициозных молодых людей. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам в вашей нелегкой, но очень нужной Спасибо. работе. Удачи и успехов.
А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И известный российский ученый в области вычислительной механики и цифрового инженеринга Алексей Иванович Боровков. Почетный работник сферы образования Российской Федерации. Друзья, вы сами все слышали. Согласитесь, тема интересная, а самое главное, актуальная. Будем надеяться, что все у нас будет хорошо. И напоследок, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.